всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» на календаре. Четверг. Дата у нас сегодня 18 ноября. И в это утро вместе с вами мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Ну и, конечно, как всегда, по традиции, мы постараемся, чтобы это утро было для вас по-настоящему позитивным, полезным и информативным. В Якутии отмечают 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Чолбон». Поздравить коллег с этим праздником приехали писатели из различных уголков России. Сегодня у нас в гостях будут гости из Башкортостана. Айгиз Баймухаметов, главный редактор журнала «Шонкар». А привет от татарских писателей привезет Рустем Галиуллин, главный редактор журнала «Казан Утлары». И сегодня мы их ждем в гости. Также в Якутию прибыла делегация из Южной Кореи. В рамках культурного обмена в Якутске состоится международный художественный фестиваль и выставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений и году культурных обменов между Россией и Республикой Корея. Сегодня в гости мы ждем господина Со Йонг Бом, директора арт-центра «Клауд», и госпожу Пак Мион, художника, президента Ассоциации художников города Чангвон. Ну и также, друзья, вы можете создавать эфир вместе с нами. Задавайте вопросы нашим гостям или просто делитесь последними новостями в вашей жизни. Как проходит ваша неделя? Может быть, у вас уже есть планы на эти выходные. А если у кого-то из ваших близких, родных или друзей сегодня день рождения, обязательно поздравьте. По номеру 8 914 273 44 88. Мы поздравим их в прямом эфире. Ну а сейчас самое время посмотреть, какая же погода нас ожидает за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 35-37 градусов ниже 0. В заречной группе теплее сегодня в мае – минус 26, минус 38 в Этекеле. В южных 12-18 со знаком минус, в Вилюйской группе Улусов – минус 15, минус 28. В Нижнеленских 32-38 градусов мороза, в западных 12-23. В Колымо-Индигирской группе Улусов похолодает сегодня в Черском, минус 6 в это утро, минус 21 в Хану. В Янских 21-31 со знаком минус, на северо-западе 34-22 ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 29 градусов мороза, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня без существенных осадков ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 со знаком минус. Если вы подвержены такой пагубной привычке, как курение, то сегодня, 18 ноября, самое время ее бросить, потому что сегодня день отказа от курения. Но от себя могу дать действенный совет, который мне, кстати, помог. Себя не ограничивайте, просто говорите себе, что я покурю, но чуть-чуть попозже. И вот так откладывайте, и можно отложить на целый месяц. Это работает? Самообман? Да, реально, да. Друзья, действительно, если вы хотите менять качество своей жизни, то, конечно же, начинайте с себя. Ну и, допустим, убирайте из своей жизни то, что вам вредит, а это те самые вредные привычки. Ну и самое время узнать, какие еще знаменательные события произошли в этот день, 18 ноября. – 18 ноября, четверг. Сегодня день рождения российского Деда Мороза, Всемирный день философии, день отказа от курения. По народному календарю – день Ионы. На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов. Этот день в истории. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты изо всяких вольных людей. Итогом набора прямого регулярного войска стало создание 3 пехотных дивизий. Набор с 1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии. В 1775 году издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. Учреждение заложило основы
всего последующего устройства местного управления империей. В 1842 году в этот день издан указ о построении первого постоянного моста через Неву Благовещенского. Мост должен был соединить Васильевский остров с английской набережной. В 1870 году, 18 ноября, первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж. Впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа. 18 ноября 1885 года из Бад Конштадта Унтертюрхайм по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км в час пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, так же как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не 2, а 4, и все вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. В 1917 году патриархом Московской и всея Руси избран митрополит Московский Тихон. В этот день родились Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы; Луи Дагер, французский художник, один из создателей фотографии; Ильдар Рязанов, советский российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, народный артист Советского Союза; Вольфганг Йоб, немецкий модельер, основатель марки Йоб. Именины сегодня отмечают Гаврил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон. В эти дни в Якутске проходят юбилейные мероприятия, которые посвящены 95-летию литературно-художественного и общественно-политического журнала «Чолбон». На торжества прибыли гости из республик Башкортостан и Татарстан. Сегодня они у нас в гостях. Это Айгиз Баймухаметов, прошу прощения, главный редактор журнала «Шонкар» и член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, и Рустем Галиуллин, главный редактор журнала «Казан-Утлары», член Союза писателей Республики Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот издание, которое вы возглавляете, так же, как и журнал «Чолбон», имеет большую историю. В чем основная миссия литературно-художественных журналов и кто основной читатель? Ровесник журнала «Чолбон» — это Казан-Утлары, наш друг татарский. Рустем, наверное, лучше ответить на этот вопрос, да? Да, на самом деле, нашему журналу исполнится через полгода тоже 100 лет. Это у нас «Огни Казани», в переводе на русский язык. Как переводится? «Огни Казани». «Огни Да, Казани». единственный журнал, который непрерывно выходит уже 100 лет. Действительно, мы поздравляем журнал «Чолбон», коллег. Действительно, это праздник не только якутской литературы, писателей Республики Саха. Это наш общий праздник, общетурский, общероссийский праздник. На самом деле, пока действительно, что радует, у нас в журналах национальных литератур имеются и читатели, и хорошие произведения. Поэтому я считаю, что у нас еще будущее, юбилей еще все впереди. Вы с собой экземпляры, да, еще принесли? Что-что? Экземпляры журнала. Да, это здесь. Давайте покажем их. Смотрите, вот ноябрьский номер. Там мы поздравили коллег Чолбон. А здесь, в этих номерах, есть стихи Хабраса Андроса, Гаврила Андросова, переводы на татарский язык Семена Данилова, Семена Тумата. Мы постоянно на связи с якутскими писателями. Я вот представляю журнал «Шонкар», это кричит переводится. Молодежный журнал, который в ближайшем времени отметит 30-летие. Конечно, у нас есть также журналы литературные, которые есть и столетние, имеют столетнюю историю. Для нас присутствие сегодня на земле Саха большое событие, и для нас радостно, потому что нас связывает не просто вот то, что мы редактора, а дружеские, можно сказать, даже родственные связи. Вот тот же самый редактор, который молодой, очень перспективный поэт Гаврил Андросов, мы его давно знаем, дружим, мы все время, почти каждый день на связи, и приехали поделиться радостным событием. То, что выходит такое издание на сегодняшний день, несмотря ни на что, вроде бы, может быть, и интерес к литературе не совсем такой большой, как в советское время, но оно должно жить,
И это большое счастье для народа Якутии, потому что все, вот мы приехали, я, например, впервые нахожусь на этой земле, и когда ты думаешь о народе, о Саха, о республике, о их мировоззрении, о культуре, в первую очередь, чтобы изучить, мы обращаемся к литературе. И татарская литература, и башкирская литература. В советское время у нас очень крепкие связи были. Тот же наш поэт Мустай Карим здесь пребывал в Якутии, даже делегация из Башкортостана приезжала. Вот. И хорошо, что сегодня это продолжается, добрая традиция. Да. Как вы правильно уже отметили, на сегодня в современном мире многие уже печатные издания заменили на интернет-издания. Как вам удается сохранять интерес к своему детищу, к своим журналам, и какие-нибудь, может быть, современные также технологии вы используете для привлечения молодой подрастающей аудитории? Ну, на примерах канала можно сказать. На самом деле мы сегодня являемся мультимедийной редакцией. Допустим, у нас есть традиционный бумажный вариант, который имеет тираж самый большой в России, скорее всего, 9000. Вот это тираж журнала бумажного подписчиков. И еще мы выпускаем, у нас есть своя серия книг, библиотека и журнала канала. 2000 тиражом выпускаем карманные книги, такие современные. И эти книги продаются за 2-3 недели. Это у нас такие есть коммерческие проекты. В то же время мы очень активны в соцсетях. У нас в месяц просмотров примерно 250 тысяч человек. В то же время тоже работаем YouTube, снимаем сюжеты. Сейчас современные редакции, они должны быть такими мультимедийными. Да, действительно, то есть практически во всех направлениях. А скажите, а как сейчас общаются, сотрудничают татарские, башкирские, вот, якутские писатели, поэты? Как сейчас происходит общение, взаимодействие? Ну, как мы уже сказали, мы часто участвуем на разных мероприятиях, которые вот, объединяют нас, собирают. И вот вчера мы были в гостях у вашего поэта, нашего Николая Лугинова. И литературной связи у нас непрерывно идет такая связь. И Да, вот в июне в этом году прошли в Татарстане дни Якутии. Вот как раз приехала из Якутии большая делегация, провели даже научные конференции. У нас, допустим, увидели свет в последние годы книги на татарском языке Натальи Ивановны Харлампиевой, Гаврила Андросова. Вот на днях закончили перевод «Хунские повести» как раз вашего классика Николая Лугинова. Поэтому, как сказал Айгиз, у нас наши взаимосвязи еще продолжаются. А в общем, культурных связей у нас с Якутией очень тесные. Например, приезжал Борисов в Башкирский академтеатр, спектакль ставил «Урал-Батыр». Это наш эпос, так же, как ваш «Олонхо». Потом, помню, в 2012 году целая делегация из Якутии приезжала к нам в Башкортостан, представляли «Олонхо». И культурные связи, не только, например, там узкие направления, они у нас есть. А насколько, вот вы затронули, да, тему переводной литературы, да, то есть перевода, насколько остро стоит проблема, как вообще, насколько это все оперативно происходит, тот же перевод? Я скажу, текстов? что это для многих национальных литератур это большая проблема, то что отсутствует качественного такого перевода, или он представлен в малом количестве. Все-таки через перевод мы ведь друг друга понимаем. Или же в советское время вот, благодаря переводу лучше узнавали о народе. Вот я читал, скажу, там, Заболоцкого я читал, Чесхан книги, тоже Лугинова. Чингисхан, И, Полский, да, и понимаешь, что богатство народа не всегда исчисляется количеством, численностью населения. Например, может быть, такие шедевры создавать, и они сегодня есть в якутской литературе, даже те, которые сегодня живут, писатели. И вот те, которые, конечно, не переводятся, в тот же самый и в башкирской литературе, и в татарской литературе есть, можно чему поделиться миру, чтобы вот взахлеб читали и больше узнавали друг о друге. Но, к сожалению, из-за того, что у нас перевода не в такой степени сегодня, что есть,
мы меньше узнаем То друг есть о друге. можно ли сказать, что сейчас меньше таких специалистов, которые, вот, филологов, да, которые могли бы делать переводы? Именно знающих национальный, Да, да, то есть, именно с целью печатный, литературный, да, язык. Сознанием Да, литературного маловато. языка. Есть такое, да? Мгм. А какой опыт якутских коллег вам был полезен в работе? Ну, вчера мы встретились с главными редакторами разных журналов Республики Саха. Очень хорошая и интересная встреча была, на самом деле. Но меня вот интересовало, на следующий год у нас юбилей же мы сами проводим. Как проводит этот журнал, интересно было. И вчера хорошая выставка делали, хорошая выставка. Это в доме музея Аммосова, да, ведь? Да, советую всем посмотреть там. Очень интересная эта историческая выставка. Я приехал сюда и убедился, что этот... Кстати, минус 30 градусов вчера было, а мне не ощутил холода, потому что из-за душевной теплоты... Да. Из-за сухого воздуха. Да. Вот. А то, что вот у нас тоже так же продвижение литературы, культуры также представлено, как и в Якутии. Нам надо больше общаться. С огромным удовольствием. Я думаю, что мы вас благодарим за то, что вы приехали. Да. Вы можете поздравить коллег нашего журнала «Чолбон» и читателей, конечно же. Мы поздравляем наших коллег, прекрасная редакция, журнал «Чолбон», и нашего друга Гаврила Андросова, прекрасный поэт, писатель, публицист. Для нас он Хаброс Андрос. На самом деле прекрасная дата, это наш общий праздник. Прекрасный журнал делаете. И дальнейший успех вам, коллеги. Да, тоже присоединяюсь к словам Рустема. Национальное издание должно существовать, литература. Радостно, что живет такой жизнью литература. И это говорит о том, что в первую очередь ведь перестает существовать литература, потом людей понимающих, говорящих, и язык тоже со временем исчезает. Дай Бог, чтобы наши языки, наша литература жила, и люди могли питаться этой духовной пищей. И Чолбон поздравляю с 95-летием. И еще вот 95 лет тому назад начало выходить издание, чтобы сегодня мы здесь сидели и поздравляли вас. Всю народ Саха и жителей республики, читателей поздравляем с этим праздником. Это большое событие и для нас, Для нас, да. и для вас. Я поздравляю от чистого сердца. Айгиз, Рустем, большое вам спасибо за теплые слова. Также желаем процветания вашим журналам. И, конечно же, побольше читателей, и писателей, и поэтов. Спасибо. Спасибо. А мы двигаемся далее. В музей имени Ярославского пришли пожарные с проверкой. Раз в 3 года все учреждения культуры и массовых посещений проверяются на соответствие пожарной безопасности. Подробнее об этом и других новостях республики, мира и страны мы узнаем от нашего новостного обозревателя Кристины Якуповой. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Музей имени Емельяна Ярославского проверили на противопожарную безопасность. По плану она проводится раз в 3 года. В ходе профилактического рейда сотрудник надзорной работы МЧС проверяет наличие во всех залах автоматической системы тушения, аварийных выходов и исправность системы оповещения эвакуации людей. Также особое внимание уделяется дежурному персоналу. Сотрудники должны знать правила пожарной безопасности и ход действия при случае чрезвычайной ситуации. По результатам проверки выявлены нарушения по путям эвакуации, то есть в тамбуре у них размещены посторонние предметы, в коридоре тоже перед тамбуром у них размещена мебель, которая мешает свободной эвакуации людей. Движение транспортных средств официально открыли по объездному шоссе в столице республики. Так снимается проблема въезда большого количества фур в Якутск. При этом нагрузка на городские дороги существенно снизится. Преимущество окружного шоссе и в его технических характеристиках. Дорога протяженностью более 4 километров стала 4-полосной. Также параллельно с дорогой велось обустройство улицы, велодорожек и тротуаров. Порядка 832 миллионов рублей было потрачено, на капитальный ремонт. Это с учетом
всего комплекса коммуникаций, значит, которые на этом участке сегодня предусмотрены. А это практически все коммуникации: и газ, и вода, и электроснабжение, и освещение, ну и, соответственно, вся дорожная одежда, которая была расширена до 4 полос. Ну и в планах вообще на следующий год вообще будет реализоваться данная программа и какие дороги будут отремонтированы? Ну, вообще данная программа, она сейчас утверждена до 2024 года. Городская агломерация также продолжает участвовать в национальном проекте. В следующем году предусматривается 34,5 километра мы должны ввести. Всего же около 535 километров автодорог отремонтируют в республике в следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Половина объема – это участки федеральных трасс Вилюй, Колыма и Лена. В текущем году в нормативное состояние было приведено более 178 километров федеральных трасс, а общий объем дорог, где велись ремонтные работы, равнялся более 500 километрам. Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам Лена, Вилюй и Колыма. Для этого региональный Минтранс планирует построить 4 мостовых перехода через реку Вилюй, еще один на реке Алдан. При этом круглогодичное сообщение по трассе Вилюй затрудняет автозимник протяженностью около 850 километров, расположенный на территории Иркутской области и Якутии. Там намерены построить круглогодичную дорогу. Межрегиональная научно-практическая конференция начала работу в Якутске в честь 80-летия со дня рождения выдающегося ученого, врача, педагога, спортсмена Алквиада Иванова и 20-летия со дня основания Якутского научного центра. Участники обсудят вопросы, касающиеся состояния и развития хирургии в нашей республике. Помимо этого, в конференции будут озвучены доклады о работе Алквиада Исидоровича. Он является автором более 120 научных работ, в том числе 3 монографий и 9 учебных методических пособий. Выполнял сложнейшие высокотехнологичные операции. Имеет 4 патента Российской Федерации на изобретение. Ежегодная олимпиада студентов медицинского института в этом году будет приурочена именно в его честь, а победителю вручат специальную статуэтку. Человек, который впервые в республике начал изучать проблему висцераптоза. Это очень сложная, серьезная, востребованная проблема была в то время. Не было никаких методов диагностики, лечения. И это все было разработано под его руководством. Это, я считаю, что его огромное научное наследие. Старшее поколение его знает как выдающегося спортсмена, двукратного чемпиона России по вольной борьбе. Тему спорта папа никогда не терял, можно сказать, да, он всю свою жизнь подчеркивал, что именно благодаря спорту он добился в жизни многого. Мы, кстати, снова поздравляем журнал «Чолбон» с 95-летием. И также присоединяются наши зрители, которые отправили поздравительное сообщение на наш WhatsApp-номер. Здравствуйте, уважаемые друзья. Поздравляем с юбилеем журнала «Чолбон». Желаем всего хорошего, благополучия, успехов в работе, здоровья, счастья. Редколлеги журнала «Чолбон», Хатугус Улус, ваши читатели Галина Петровна, Иннокентий Егорович, Титовый, село Тюнгюлю. Большое спасибо за теплые поздравления. Да, кстати, а мы двигаемся далее. Кстати, как ты относишься к знакам зодиака и к стереотипности по поводу их описания характера? Допустим, к скорпионам. Как ты относишься? Слушай, ну на самом деле мои познания в гороскопе, они не такие прямо, да, то есть я так, как слушатель. Ну, чаще всего говорят, что скорпионы — это самый такой неоднозначный знак, и практически это знак, которым управляет планета Марса, то есть планета войны. Но сейчас, друзья, все, кто так продолжает думать, я всю эту стереотипность разрушу, потому что сегодня свой настоящий день рождения отмечает не кто-нибудь, а Дедушка Мороз. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге начинаются заморозки и по ночам уже становится холодно. Вот и решили отмечать день рождения самого главного волшебника нашей страны.
Каков возраст зимнего волшебника, точно неизвестно. Предполагают, что Деду Морозу более 2000 лет. Просто в разные времена он был известен в разных образах. Сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. Несмотря на то, что Новый год – это один из любимых праздников для детей и взрослых, а символ Деда Мороза является неотъемлемой частью торжества, свой личный праздник – день рождения – он приобрел только в 2005 году. Идею предложили сами дети, приезжающие в резиденцию сказочного волшебника. По их мнению, день рождения должен проходить в тот день, когда зима наступает на самом деле, а не по календарю. На помощь пришли многолетние исследования метеорологов, которые в свою очередь пришли к выводу, что в Великом Устюге заморозки начинаются 18 ноября. Традиционно здесь же и проходит празднование дня рождения. На родине Деда Мороза особенно тщательно готовятся к празднику. В этот день открывается специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для именинника. Этой возможностью пользуются как местные детишки, так и туристы. Не обходится и без современных технологий. Письма с поздравлениями приходят и на электронную почту. Главным подарком для самого Мороза Ивановича является новый новогодний костюм. Современный Дед Мороз страны носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и варюшки, украшенные самобытной вышивкой. Ежегодно поздравить главного волшебника приезжают коллеги из разных стран и регионов. В гостях у Деда Мороза побывали Ямал Ири из Салихарда, Вайнахцман из Германии, Микулаш из Словакии, Аяз Ата из Кыргызстана, хранитель холода Чисхан из нашей республики, а также и другие сказочные персонажи – Баба Яга, Кикимора, Снеговик, ну и, конечно же, Снегурочка. День рождения всегда проходит весело и празднично. Конкурсы, соревнования и концерты. При этом мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в самом Великом Устюге. В этот день на главной площади зажигается первая новогодняя елка России. А после Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по всей стране. Я даже не знал, сегодня только узнал, что Дедушка Мороз у нас, оказывается, скорпион. Да. Вот такая вот информация. А еще, Руслан, я тебе что скажу? Оказывается, Дед Морозом быть может каждый. И об этом мне рассказал актер русского театра Владислав Мичурин. Первый раз он надел красную шубу, еще 14 лет, и теперь не было ни одного года, чтобы он не поздравлял детишек и не дарил им радость. Также он рассказал очень много интересных историй, поделился советами и рассказал, что же на самом деле хотел бы получить в подарок на свой день рождения Дедушка Мороз. В какой-то степени каждый мужчина должен быть Дед Морозом, а каждая женщина должна быть Снегурочкой. Это жизнь Деда Мороза, потому что у меня Дед Мороз начался с 14 лет. И еще не было ни года, чтобы я не был Дед Морозом. В детстве, я честно скажу, я еще пока не понимал. Ну, я просто читал по сценарию. Понравилось делать детям чудо какое-то. Вот это, наверное, детское ощущение было. А уже потом пришло сознание. А сознание, наверное, пришло, когда я стал папой. Часто в медцентры приезжал, и там мы выступали для детей больных онкологией. Дети, они везде дети. Они и там хотят, чтобы было чудо, что пришел Дед Мороз и сделал для них какое-то маленькое чудо. А это чудо, то есть это заряд положительной эмоции. То есть, если я несу им заряд положительной эмоции, они также видно, что у них глаза улыбаются, они радуются, они хотят вот этот маленький, не знаю, там подарок, который есть, они хотят. Они даже не то, что хотят, они даже хотят просто прикоснуться, что Дед Мороз. Я всегда загадываю желание, чтобы дети не болели. Вот самое всегда прошу, я всегда говорю, чтобы дети не болели. Это же не говорится, что вот по возрасту он должен быть седовласый, седой, вот такой вот. Ты же можешь Дед Морозом быть другим, ты же можешь и молодым быть, но Дед Морозом, который несет чудо. Я когда приезжаю куда-нибудь, выбегают там, взрослые люди, говорят: Дед Мороз, как хорошо, что ты здесь сделал, какое чудо. Я говорю: хорошо вели себя. Взрослые уже люди просто побегают. Говорят: будет у вас чудо, обязательно, на Новый год. Просто поверьте сами. В нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» мы познакомим вас с 8-летним Денисом и его 7-летней сестрой Алиной.
Дети в силу ряда причин оказались в детском доме и очень нуждаются в семье. Съемки Дениса и Алины мы проводили еще весной, но они до сих пор живут в детском доме в ожидании новой семьи. Сегодня мы познакомим вас с 7-летней Алиной и ее братом 8-летним Денисом. Денис, как и все мальчики, интересуется компьютером. Денис у нас очень любознательный мальчишка. Я думаю, что это тоже будет в будущем хорошим технарем, потому что он видит, как взрослые что-то делают, и с удовольствием повторяет за ними. Когда вы посмотрите, что он сейчас сидит и он рисует сам просто, потому что видел, как это делали взрослые. А это в любом ребенке самое золотое. Денис очень послушный. Правильно, Денис? Я не очень люблю слово «послушный», потому что немножко должна в каждом мальчишке быть какая-то дерзкость, правильно? Мне кажется, он показывает свой характер, когда это надо, но понимает взрослых, когда это нужно. Характер и собранность Дениса определили его увлеченность лыжами. Он не пропускает ни одной тренировки, учится кататься на лыжах и надеется стать чемпионом. Алина, расскажи, что ты рисуешь? Весну. Стихотворение Ирины Токмакова. К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Познакомьтесь, это у нас Алина. Очень любит посещать кружки медиацентра, самоделкин, где там они лепят, рисуют, вырезают, всякие делают поделки разные. А еще Алина с удовольствием ходит в швейную мастерскую «Салон Домовенок», где под чутким руководством опытных преподавателей учится азам швейного дела. Для начала она обучается мастерству пришивания пуговиц, работе с иголкой и ножницами. Денис и Алина у нас очень дружные ребята, друг за друга стоят, счастливые, добрые. И, конечно, хотелось бы, чтобы они приобрели свою семью. И мы надеемся, что это пожелание осуществится. Но мы, в свою очередь, пожелаем Денису и Алине поскорее найти новую семью. Да, друзья, тем временем в Хангаласском Улусе на стадии завершения проект «10 шагов к успеху». Данный проект направлен на деток, точнее даже мальчиков 5, 6, 7 и 8 классов. В течение 10 недель для них проводятся теоретические и практические занятия, направленные на поиск своего «я», а также формирование мужских качеств. Подробнее об этом расскажет Виолетта Засимова. Реализация проекта «10 шагов к успеху» стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере 500 тысяч рублей. На эти средства были закуплены футболки и ноутбуки, которые раздали 100 участникам из 10 школ Улуса. Проект курирует детская некоммерческая организация «Хангалас РЛ». Вообще сейчас есть такая проблема, то что везде участвуют только девочки. И по линии детского движения тоже везде активисты, лидеры, только девочки. И мы придумали данный проект именно для мальчишек среднего звена, чтобы их охватить и как-то дать им теоретические и практические навыки. Первое занятие в онлайн-формате под названием «Мир мужских профессий» состоялось в начале сентября. Далее мальчишки пообщались с инспекторами по делам несовершеннолетних, прошли тестирование с психологами, попробовали себя в робототехнике и IT-технологиях. Но самыми запоминающимися стали практические занятия. В каждой школе тема занятия была своя. Например, в селе Улаханан участники проекта встретились с кадровым охотником и попробовали пострелять из пневматического оружия. В селе Тихтюр школьники участвовали в якутской ловле рыбы мунха, а в селе Улахан мальчишки помогали местному совету отцов в заготовке льда. Как вам заготовка льда? Вы первый раз вообще принимаете участие? Да. Первый раз? Да. Ага. И как вам? Хорошо, хорошо. Ну что тут интересного, а что сложного? Интересное вытаскивание льда.
Вы знаете, для чего это лед заготавливают? Да. Мы хотели сделать пожертвование льда в детский сад. Ну, я считаю, что мальчики вот должны уметь пользоваться нашими вот традиционными инструментами. И, во первую очередь, вот на природе, когда вот работаешь, у человека, ну, как бы очищение идет изнутри. Вот. На свежем воздухе, ну, отдыхаешь еще. В конце ноября проект завершится, но кураторы надеются, что он продолжится при непосредственной поддержке советов отцов на местах. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутию прибыла делегация из Южной Кореи. А в рамках культурного обмена в Якутске состоится международная художественная выставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений и году культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. И сегодня об этой выставке и других мероприятиях в рамках культурного обмена мы поговорим с нашими гостями. У нас в гостях господин Со Йонг Бом, директор арт-центра «Клауд», и госпожа Пак Мион, художник, президент Ассоциации художников города Чанвон. Расскажите поподробнее о выставке, какие работы будут на ней представлены и почему вы выбрали именно их. 이번에 어떤 행사 때문에 오셨는지 그리고 우리 전시회에 대해서 조금 더 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 한일 수교 100주년 기념 및 올해 사공화국 문화교류의 해에 우리 한국 문화와 한국의 한국화, 그다음에 한국 민화를 소개하고자 왔습니다. Ну, получается, в прошлом году было 30 лет дипломатическим отношениям между Южной Кореей и Республикой Саха-Якутия, вообще со всей Россией. А в этом году в России это год международного культурного обмена именно с Кореей. И поэтому они приехали к нам, чтобы показать свою культуру и свою корейскую живопись. Вы уже третий день в Якутске, у вас проходили встречи. Расскажите, во-первых, как вам впечатление от нашей республики и с кем уже успели встретиться, о чем вы уже поговорили, что у вас интересного было уже. 야쿠츠에 오셨는 지 3일이 됐는데 야쿠츠에 온 소감과 또 어디 가보셨는지 누구랑 만나셨는지 일단 소감 한 말씀씩 해주시면 감사하겠습니다. 너무 추워요. очень холодно. 너무 추워서 조금 걱정을 많이 했고요. 그러나 또 세계에서 가장 추운 도시 야쿠티아에 와서 추위도 한번 견뎌보고 또 가장 더운 여름에도 내년 여름에도 꼭 오고 싶습니다. Но он говорит, что мы не думали, что будет так холодно. Мы, конечно, слышали, что это самое холодное место в мире, но не такой степени. Поэтому были немного в шоке. Но для нас это как бы большая честь присутствовать сегодня здесь, вообще присутствовать в Якутии. Нам говорили, что чтобы понять Якутию, нужно приехать зимой. Ну а чтобы полюбить ее, нужно приехать летом. Поэтому мы обязательно хотим приехать еще летом в следующем году. Хорошо. Госпожа Пак, да, вот о вашем... 레닌 광장에도 가봤고요. 그다음에 이제 백화점 구경도 하고 모자하고 너무 추워서 장갑 사고 그다음에 이제 제가 올 때 이제 날이 그렇게 많이 한겨울은 아니라 해서 그냥 우리가 평상시에 한국에서 입는 겨울 옷을 입고 왔었는데 히트텍을 제가 발열레일을 2번 안 가져왔으면은 동상 걸렸을 것 같아요. Ну, пока мы были только на площади Ленина, ну и как бы у нас были встречи, но мы приехали, и как бы из-за того, что я думала, что будет не так холодно, я приехала без шапки, без перчаток, поэтому пришлось все это купить. Зато хорошая память будет на память. Уже свои сувениры, получается. 네, 좋아요. 한국에 가게 되면 올 겨울은 추위를 안 탈 것 같아요. Ну, поэтому, наверное, эта зима в Корее для меня будет теплой. Точно. Скажите, ну, уже третий день в городе Якутске, но есть ли уже что-то общее между культурой Якутии и культурой Южной Кореи? 그리고 지금 3일 계시는 동안에 좀 비슷한 점들이 있을까요? 뭐 야쿠티아 사람들 문화하고 뭐 전통하고 어떤 비슷한 점을 발견한 거 아니면 야쿠티아 사람들이랑 한국 사람들이랑 어떤 비슷한 점이 있는지 말씀해 주시면. 저는 호텔에 들어갔을 때 그게 우리나라에는 이제 아기가 태어나면은 검줄을 치거든요. 그러니까 여기는 신선한 지금 곳이니까
뭐 나쁜 잡균이라든지 기운이 침범하지 않게끔 하는 그 문화가 있는데 호텔에 방에 들어가니까 이렇게 쳐져 있더라고요. 그래서 우리 같은 오래전 상고 시대에는 같은 문화가 내려왔구나 하는 걸 너무 인상적이었어요. 들어갈 때마다 제가 그걸 보거든요. 쳐다보면서 내가 이곳에서 보호를 받는구나 하는 그 같은 문화의 연결점을 거기서 봤어요. 네. Госпожа Пак говорит, что больше ее всего впечатлило то, что когда вот она приехала в отель, и как бы в отель это в нашем якутском традиционном стиле, и вот там очень много всяких оберегов стоит, и поэтому, вот оказывается, что у нас похоже, потому что у них как бы давно тоже было такое, ну, язычество тоже у них было, поэтому она говорит, как будто вернулась как бы, да, к своим истокам. Здорово, очень А интересно. что еще привлекает вот вас к нашим регионам? 그리고 앞으로는 또 야쿠티아랑 또 어떤 일을 하고 싶으신지 또 어떤 계획이 있으신지. Кроме холода и лета. красочного. 주위를 제외해서 주위에도 그 되게 너무 멋있다고 이렇게 했고 그 다음에 또 어떤 또 교류를 하고 싶으신지 뭐 그런 것들을. 먼저 내년 그 사공화국 100주년 건국 기념을 축하드리고요. K-팝 또 그다음에 서로 문화예술 교류, 그다음에 소상공인들 교류 등과 그다음에 청소년 연극회 연주회 등을 창원시와 야쿠티아 공화국과 같이 또 야쿠츠크 시하고도 자매결연 기념으로 계속 진행하고 싶습니다. Ну, они приехали из города Чангвон, а город Чангвон является побратимом с нашим городом Якутском, поэтому в будущем у них очень много совместных планов. Планирует, он сначала поздравляет всех якутян. В следующем году же у нас 100-летие, да, республики, поэтому он заранее поздравляет и хочет сказать, что в будущем у них очень много планов международного обмена, не только как бы вот культурного, да, и по культуре и искусству, но также он хотел бы, чтобы наше будущее поколение, наша молодежь, наши школьники тоже обменивались своими культурами, будут еще образовательные программы, и по экономике тоже есть разные проекты. А что касается именно изобразительного искусства? 그리고 지금 또 전시회 하고 오셨잖아요. 그래서 좀 그 미술에 대한 어떤 교류가 또 있을 것인지, 아니면 어떤 계획이 있을지. 네, 제가 그 마산에서 우리 창원에서 마산 미술협회장도 했었고 또 이제 현재 한국미협에서 중앙에 미술교육위원장 도 맡고 있고 이렇기 때문에 좀 이제 시 차원에서 우리 대표님과 함께 협의해가지고 다양하게 좋은 작가들을 야쿠티아에 있는 좋은 작가들과 함께 서로 교류전을 하며 문화를 이해하는데 태동을 이해할 수 있는 이런 것들도 있고 또 뭐 정부 차원에서 만약에 미술을 지원을 하게 된다 하면 제가 또 중앙의 임원직을 맡고 있기 때문에 그런 역할도 해서 좀 더 문화 확산이 가장 서로를 공감시키는데 효과적이고 다가가는데 인상적이라고 생각하기 때문에 그런 것들을 제 역량이 우리 그 대표님과 더불어 가지고 할 수 있다면 좋을 것 같습니다. Ну, что ответила госпожа Пак, мы узнаем буквально через несколько секунд после... Друзья, мы продолжаем далее наш эфир и гости нашей студии. Господин Со Йонг Бом, директор арт-центра «Клауд», и госпожа Пак Мион, художник-президент Ассоциации художников города Чанвон. Здравствуйте, доброе утро. Ну, перед нашей паузой мы задали вопрос по изобразительному искусству в Якутии. И Кене, сейчас переводчица наша, она нам даст ответ. Ну, госпожа Пак сказала, что в будущем, да, конечно, планируется, что они будут работать с ассоциацией наших художников якутских. И так как она является председателем Федерации художников города Чангвон, то она вот сейчас поедет обратно в Корею, всем своим друзьям расскажет, что вообще вот есть, оказывается, вот такая прекрасная республика, что у них тоже есть свои традиции, своя культура, своя живопись. И потом они как бы уже начнут работать над проектами, где как бы еще будут такие программы, где будут приезжать корейские художники и даже изучать, потом наши поедут и будут изучать тоже свои. Обмен опытом. Да, обмен опытом будет. То есть уже, получается, возможно, не за горами будет даже выставка наших художников в Чанвоне. 그러면은 뭐 내년이면 여기 미술가들도 장원에 가서 또 전시회 할 수도 있겠네요. 그러면은.
예, 야쿠티아 작가분들을 제가 개인이 클라우드 아트 센터를 운영을 하고 있습니다. 그래서 야쿠티아 작가분들을 초청을 해서 한번 전시회도 하고 또 우리 창원의 그 작가분들도 야쿠티아에 와서 매년 1회 한 번 정도씩, 1회 한 번씩 이렇게 교류전을 하려고 생각을 하고 있습니다. Так как господин Со, он является директором арт-центра, это Клауд в городе Чангвоны, то он хочет пригласить якутских художников к себе и организовать выставку. Но также он надеется, что каждый год будут такие как бы обменные выставки, чтобы каждый год была выставка корейских художников в Якутске, а якутских художников в Корее. Отличная инициатива. Ну и давайте жителям, гостям нашей республики расскажем, где же та самая выставка у нас проходит в Якутске. Когда работает, когда можно прийти, что можно там. 제가 전시회에 대해서 좀 알려드릴게요. художественная выставка, посвященная международному культурному обмену между Кореей и Якутией, уже сегодня открывается. Открытие сегодня в 3 часа в КЦ «Сергелявские огни». Организует Генеральное консульство Иркутска, также Министерство внешних связей, Республика Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет. И поэтому всех приглашаем, но, конечно, к сожалению, из-за пандемии будет в онлайн-формате, но все же я думаю, что нашим якутянам будет интересно посмотреть на корейскую живопись. Спасибо. Друзья, мы также присоединяемся. Пожалуйста, принимайте участие, смотрите. Большое спасибо вам за то, что вы нашли время. Сегодня пришли в это утро к нам в гости. И я надеюсь, что, несмотря на минус за окном, прием был очень теплый для вас. Спасибо. Спасибо. 감사합니다. 감사합니다. Данные исследования говорят, что перенесенная коронавирусная инфекция дает стойкий иммунитет для последующего повторного заражения. Таким образом, власти страны рассматривают вариант увеличения срока службы сертификатов переболевших с 6 месяцев до 1 года. Подробнее об этом и других новостях в нашем блоке новостей от Кристины Якуповой. Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с 6 месяцев до 1 года. Отмечено, что опыт ряда государств, например, стран Евросоюза, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода. В то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. Программа субсидирования льготных авиаперелетов из Якутска будет продолжена в следующем году. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Он напомнил, что субсидии выделяются по поручению президента России Владимира Путина. В бюджете следующего года заявки по перелетам из Якутска все учтены. Напомню, благодаря субсидированию жители Дальнего Востока могут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты по наиболее популярным направлениям. Это, в частности, маршруты в Москву и Санкт-Петербург. Ситуация с внутренними рейсами сложнее. Как отметил Айсен Николаев, идет борьба за то, чтобы в рамках единой дальневосточной авиакомпании субсидирование внутрирегиональных рейсов обязательно появилось. Айсен Николаев поручил правительству наладить в Арктике местное производство строительных материалов для снижения стоимости возведения и повышения качества вводимых объектов. В настоящее время строительство в арктических районах ведут за счет завозимых извне материалов, что приводит к их значительному удорожанию. Министерство строительства предоставит средств по общей потребности арктической зоны Якутии в строительных материалах. При этом также будет учитываться объем, который необходимо завезти извне. Для этого определят места размещения складов по аналогии с торгово-логистическими центрами Якут-Оптторг. Жительница столицы республики предстанет перед судом за организацию финансовой пирамиды и хищение более 20 миллионов рублей. По версии следствия, женщина и еще 2 горожанки разместили объявления в социальных сетях и рассылали сообщения о возможности заработка за счет новых участников пирамиды. Таким образом, они незаконно получили более 20 миллионов рублей от 465 граждан. Уголовное дело направлено в суд.
Председатель Следственного комитета России поручил доложить об обстоятельствах незаконной охоты в республике. Напомню, следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное за незаконную охоту с применением механических средств. Установлено, что в особо охраняемых природных территориях Нюрбинского района обнаружены 12 туш дикого северного оленя. Расследование продолжается. К этому часу у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. Друзья, на календаре четверг, 18 ноября. Ну и так как неделя рабочая уже подходит к концу, я думаю, многие уже запланировали, куда же они отправятся на эти выходные. И мы предлагаем, друзья, вам сходить в кино. Истина не имеет значения. Сильный всегда будет прав. Историческая драма от маэстро жанра режиссера Ридли Скотта. Нормандский рыцарь Жан де Каруш по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Легри изнасиловал его жену Маргарет. Однако у Легри обнаружились сильные союзники. Словам женщины никто не верит, и Каруш обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав свидетельство, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Легри и Каружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны сжечь на костре заживо. В наказание. Ради тебя я рискую жизнью. Ты рискуешь моей жизнью в угоду своей гордыне. Ты сделал, чтобы казалось, что это нарочно так написано. Артур Ховицер-младший объединил отдельные статьи о зарубежных... Режиссер Уэс Андерсон представляет альманах из 3 историй, опубликованных в газете «Французский вестник». Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине 20 века. Первая история рассказывает про психопата-художника, который рисует свою музу, строгую надзирательницу в тюрьме. Арт-дилер уверен, что нашел золотую жилу в виде этого художника и пытается вытащить его из заточения. Вторая история про студента-шахматиста и журналистку-радикалку, которая пишет свой революционный манифест. И третий сюжет о том, как сына начальника полиции похищает гангстер. Только давай без слез. Я думаю, тут у тебя второй Майкл Джордан. О нет, братишка. У меня их целых 2. Уилл Смит снова показывает на экране, что нет ничего невозможного. Главное, очень сильно этого хотеть. На этот раз Смит предстанет в образе Ричарда Уильямса, отца знаменитых Сирены и Винус Уильямс, сильнейших теннисисток мира. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало что понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Над ним смеялись, его считали безумцем, но победы Сирены и Винус доказали, что если идти к своей мечте, то все в этой жизни возможно. Я никогда в жизни не гордился так, как сейчас. Сделайте свирепые лица. Я не работаю на Россию. Я служу России. Первый российский фильм, сюжет которого основан на реальных событиях, произошедших во время присутствия группировки российских войск на территории Сирии. Подполковник Сошников и капитан Муравьев – 2 разных характера, 2 разные судьбы, которым суждено сойтись на военной базе в Сирии. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Я офицер. Офицер — это когда живешь для других. Ну что, я думаю, что многих из вас ждет интересный поход в кино на эти выходные. Ну, а я думаю, сейчас можно будет приоткрыть завесу тайны, почему Полина сегодня в таком красивом восточном наряде. На календаре 18 ноября, и сегодня традиционный праздник City Go Sun. Все 3-летние дети, также мальчики 5 и девочки 7 лет должны посетить храмы и помолиться о долголетии. Это очень древняя традиция. Также проходит фестиваль City Go Sun, традиционный японский праздник, в рамках которого родители в середине ноября со своими детками посещают эти храмы. Владельцы айбо, облаченные в традиционный кимоно с собаками-роботами на руках, участвуют в храмовой церемонии, а затем общаются друг с другом у подиума, специально установленного для виновников торжества. Ну и напомним, что первая модель собаки-робота была выпущена в 1999 году японской компанией Sony.
Вот такой вот замечательный, друзья, сегодня праздник. Я в этом наряде для того, чтобы у вас было хорошее настроение в течение всего дня. До завтра.